2022 год обещает быть трудным. Он уже вносит поправки в привычную жизнь. Закрытие границ, уход иностранных производителей, падение рубля. Эти изменения отразились практически на всем. В Ингушетии особо остро реагируют на рост цен на продукты. За последние несколько месяцев они выросли в среднем на 40%. Но санкции бьют не только по кошелькам жителей республики, но и по бизнесу, малому и среднему. На сегодняшний день предприниматели, нельзя сказать, что прям плохо себя чувствуют, работают успешно, все нормально. Единственное, испытывают сложности с поставками, откусками, оплатами. Естественно, в такой ситуации с руководством нашей страны были приняты на самом деле беспрецедентные меры поддержки. На сегодняшний день действует очень много мер поддержки для бизнеса, именно для малого бизнеса. Центробанк на фоне последних событий поднял ставку по кредиту с 9,5% до 20%. И предпринимателям все труднее выполнять свои кредитные обязательства. В Ингушетии бизнес страдает, но все не так критично. Мы не сталкивались с такими ситуациями, что прям банкротство или там закрываются предприятия. Нет, есть определенные сложности, пути решения всегда можно найти, находят и работают дальше. Мы со своей стороны, конечно, там помогаем всячески и поддерживаем, и консультируем, и все остальное. Помочь бизнесу решили в правительстве страны. Так, согласно постановлению от 10 марта, объекты МСП могут взять отсрочку по возврату кредита или же уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Главное условие – предприниматель должен работать в одной из отраслей. Перечень утвержден правительством. На сегодня их около 80. Официально обратилось с заявлением более 5 человек, и те, которые готовятся у нас, которые устно обращались к нам, их свыше 20 человек, которые изъявили желание в связи с ситуацией, в связи с тем, что снизить свою нагрузку по платежам, по микрозаймам. У них предоставление льготного периода, то есть отсрочки платежей, то есть у него договор будет увеличиваться, срок договора будет увеличиваться на 6 месяцев, максимальный срок согласно федеральному закону 106 ФЗ мы предоставляем до 6 месяцев льготный период. И для тех, у кого в этом году начинается выплата основного долга, дабы снизить эту нагрузку на них по возврату средств в нынешней ситуации, они обращаются к нам для предоставления кредитных каникул. Это на сумме не сказывается, просто у него отсрочка основного долга. Они предоставляют совершенно бесплатно, без каких-то комиссий. Из 76 отраслей, которые значатся в перечне правительства, для Ингушетии актуальны больше остальных туризм, сельское хозяйство и розничная торговля. Ими будет оказана помощь. Есть уменьшение товаров, каких-то там есть скачки по ценам. Мы все знаем, у нас из-за повышения курса доллара цены на продукты, на другие товары, они повысились. И в связи с этим предпринимателям приходится переписывать ценники. Правительство нашей республики, мы все знаем, что пытается пресекать коммерческие какие-то наценки необоснованные. Предприниматель тоже не заинтересован завышать цены слишком, поскольку это конкуренция, большая цена, значит покупателей нету. Но в то же время поставщики, если поднимают цены, они вынуждены поднимать эту цену. Какие-то кассовые разрывы и необходимость заготовок, то есть побольше. Если они раньше закупали товар на неделю-две недели, то теперь нужно затариваться на больший срок, период, чтобы обезопасить себя от отсутствия товаров. В связи с этим к нам, конечно, обращаются из-за получения микрозаймов. За последние несколько лет Фондом поддержки предпринимательства Ингушетии выделено свыше 100 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Около 100 человек благодаря этому смогли начать свое дело, либо расширить имеющийся бизнес. Муслим Ганиев, Мухаммед Белакиев, Новости 24.